Альберт Эйнштейн заметил: стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл. Гульферус Далбагаева, магистр искусствоведения, старший преподаватель кафедры дамбре Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, художественный руководитель ансамбля сасырнаистов «Сазарт», впервые организованный в Казахстане по ее инициативе, свой творческий путь посвятила Сасырнаю, которым она владеет около 40 лет. Интерес к музыке у моей героини проявился с детства. Родители, вообще отец у меня, он очень хорошо играл на баяне. Как он приобрел баян, вот это очень интересно. У него отец, наш мой дедушка, в детстве он очень по обстоятельствам был очень далеко, лет 10. И когда он приехал, он видит, что у него сын, у него очень такой интересный, поет хорошо. И он, представляете, он продал машину. В то время это было, я скажу сейчас, после войны, швейную машину, продал свою швейную машину жены и приобрел баян. Представляете, баян. И вот потом отец очень хорошо научился. Он потом, когда учился в учебном заведении, там он закончил техникум, тогда это было в то время. И там он зажигал, играл на баяне. А потом, когда уже появились мы в ауле, мы жили в ауле, когда появились мы, и мы росли под музыку баяна. Они с мамой любили очень хорошо петь вечерами. Вот представьте, мы выходим во двор, у себя там, садимся на калитку, там, где как это, и все ночью сидим под звезды, поем. Ее пытливый ум, целеустремленность, патриотизм, желание узнать истину из собственных погружений в историю древнего Казахстана позволили выпустить ряд книг об этом уникальном музыкальном инструменте. С отцом привезли в Алмату, в музыкальный колледж имени Петра Ильича Чайковского. И вот я поступила в класс флейты. Педагоги. У меня Ольга Владимировна Ершова, очень шикарная флейтистка. Я очень рада, большое спасибо, что вот в жизни столкнулась я с ней. Потому что это очень глубокий музыкант, глубокий профессиональный музыкант. А я с аула девочка, флейта, сельский клуб флейта. Для меня это было вообще... Я думала, пойду на баян. Я хорошо играла на баян в то время, по моим меркам. Думала на баян, но когда поступали, мне сказали, вот у вас подходит аппарат, там тут в то время смотрят же, как это, духовой инструмент очень хорошо подходит. И вот я поступила. Потом, когда я закончила флейту, у меня была такая возможность, спасибо моему большому педагогу, как он в это время, он с одного аула, Жамагат Темиргалиев, и он в то время преподавал в консерватории, в Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. И он потом в Алматинской областной филармонии имени Сүйінбая создавался ансамбль. Ансамбль, благодаря, опять же, общественному деятелю Узбекали Женебеков, вот он создал много ансамблей. Адарна. Вот даже название Адарна в то время казалось, Адарна, это что это такое? Это древний музыкант, древний музыкальный инструмент. Это как тетива, как стрела, вот Адарна. Потом сазген. Сазген тоже это музыкальный инструмент, как типа кобаз. Алтынай, танцевальный ансамбль, Аркас, вот такие ансамбли он как раз создавал при областной филармонии имени Сүйінбая. И мне посчастливилось устроиться в этот ансамбль на работу, опять благодаря вот моим этим руководителям, вот, то, что по жизни меня направляли. И тогда я играла на флейте, сижу в ансамбле, играю на флейте, и там уже репетиция идет, подготовка, презентация ансамбля, и подходит наш вот общественный деятель Узбекали Женебеков,
знаете, он такой знаток, он каждый узор костюма, каждую песню, каждый кю, каждый инструмент он очень хорошо знал, и он даже помогал открытию музея музыкальных инструментов имени Хласа в Алмате. Это он очень большой, под его руководством вот этот музей. И он тогда подходит ко мне, ты что, говорит, на флейте, я понимаю, флейта очень шикарный инструмент, но ты тут не вписываешься в ансамбле. Это что это такое? Здесь дамбра, хобос, это. Вот тебе сас-сарнай. Вот первый раз я сталкивалась с сас-сарнай. Это был 84 год. И вот тебе сас-сарнай, как хочешь учиться, как, ну вот ты должна играть на нем. Очевидно, Всевышний сотворил музыку в качестве общего языка для людей. Этому моя героиня нашла подтверждение в многочисленных успешных выступлениях за рубежом, где творчество музыкальных коллективов из Казахстана всегда принимали бурными аплодисментами. Солисткой нашего ансамбля была заслуженная артистка Республики Казахстан, в то время Мадина Иралиева. А что дала вам эта работа совместная с ней? Вы знаете, вот вначале, вот когда мы работали, в ансамбле было вот я, девушка, и вот Мадина Иралиева, нас только двое, да? А я вот после учебного, после студенческого года, и как-то вот даже элементарно, как краситься, на сцену выходить, это грим, как одеваться, как разговаривать. Вот большое спасибо Мадине Иралиевой. Вот она меня прям направляла, она взяла под свое крыло. А мне тогда было, боже мой, 20-19 лет. И вот она вот каждую мою следила. Вот говорит, костюм надо вот так одеваться. Эти серьги подходят с этой. Или там даже готовить, как она красиво умела. Шить, как она красиво умела. Продолжая сохраняя секреты мастерства предков, сегодня она передает богатый опыт своим ученикам в ансамбле САЗ-Арт. Репертуара нет уже вот именно для ансамбля. Вот мы сами сидим со студентами, вот этот кей подходит, этот мелодия подходит. Вот так сидим, сами разрабатываем вместе со студентами. Даже название САЗ-Арт, это вот студенты мои придумали, мы сидели. Давайте, дети, вот вы сами заинтересованы, потому что мне нравится вот интерес молодежи. Вот будущее поколение, будущее вот жастар, вот, да, вот молодежь. И вот они, я вот с ними не держу такую дистанцию, вот как с ними сливаюсь и говорю вот так, вот так, вот так. Они вот апай, вот так, давайте, да, вот давайте. О профессионализме этого молодого коллектива можно судить по их гастролям. Ансамбль украшает своим волшебным звучанием праздничные мероприятия к памятным датам. Спасибо, что такой вопрос. Действительно, мама, это у нас... Это действительно душа. Она вот действительно вот кто-то там пойдет куда-то там одеваться, там красиво, там это, но она нет, она вот самое все вкладывала в детях, все вот мои дети, мои золото, мои алтындарым, именно это. И в ауле, представляете, она выписывала пианино через почту, и этот пианино прибыло там в районный центр, потом оттуда на грузовой машине к нам домой, представляете. И вот мы играли. И когда вот пианино везли, я вот сама помню этот момент, в грузовой машине, там бортовая машина, да, больше никуда она не поместится. Открытый, да, ГАЗ-53 или ГАЗ-54. Когда, и мы там рядом с этим, как будто, знаете, весь мир, как будто нас везут какую-то вот в трибуне, в такие гордые. Вот этот инструмент у нас был. Потом у нас дома балалайка была, она вот с России выписывала по почте, балалайка, как прима. И благодаря этой балалайке у меня братишка Сапар, он научился хорошо играть. Но все наши играли, я отец на этой балалаечке. И когда он поступал в музыкальный колледж в 83-м году, да, 83-84 год, когда поступал. И он сел, аульский мальчик, черномазый, он еще такой маленький, когда сел и на балалайке сыграл частушку «Сынцы-брынцы, балалайка, сынцы-брынцы» заиграть, и запел. И тогда все говорят, откуда ты? Ты вроде это как ты на балалайке играешь? Но это опять же благодаря нашей маме, благодаря нашей наша святыня наша. Вот, и благодаря вот такой зародилась у всех детей. Балалайку выписывали, флейту как нам покупали. Вот казалось, это все очень такие сложные. Это дорогой инструмент, да, для многодетной семьи. Да, дорогой инструмент. И тем не менее, да. А флейта стоит 1000 с чем-то. Представляешь, сейчас по нашим этим. Балалайка, фортепиано, пианино как дорого стоило. Да, вот. И они все еще с мамой, с отцом пели. Они хорошо шили.
У нас мать отца, Хаби, она очень хорошо шила. И вот это все, видимо, передалось. Вот они вот идут куда-то вдвоем садятся, выкройку сделают, папа там выкройку сделает, мама быстро сошьет, одевает и идут там выступать, или там идут там петь, или в гости, вот так. Ну, это, опять же, вот это все передалось, и я тоже люблю шить. У меня сестренки любят шить. И, в общем, вот так вот. Нашему творческому коллективу именитая гостья по традиции дала бата. Телеканалу «Жастар» я пожелаю больших успехов, большого процветания, очень хороших передач, чтобы эти передачи глубоко вникали в душу молодежи, чтобы молодежь очень с любовью смотрела ваши каналы. Но я в этом не сомневаюсь, потому что это единственный канал, который для молодежи именно посвящен. И я думаю, что молодежь, когда включат ваш канал, они на свой любой вопрос, на свой любой вот эти темы, проблемы найдут у вас ответ.